Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так. Что ждет, что по судьбе на будущей неделе. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, так и спросите, что меня ждет, что будет на будущей неделе. Я думаю, все уже настроились, убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Какая хорошая, добрая неделя. Прям тьфу-тьфу-тьфу. Да. А вам будет интересно. Вам будет интересно, вам будет легко, и у вас все будет получаться. Смотрите, я вижу, что вам в начале недели либо хорошие новости, кто-то передаст, что-то сами узнаете, получите. И также вижу, что вам дают в начале недели какие-то подарки. Подарки, какую-то помощь оказывают. Вот нечто доброе, важное и полезное. Вот идет поддержка вас. Не за что-то, не почему-то, а просто так. Хорошие, добрые люди делают вам хорошо, делают вам приятно. И вот именно от этих первых дней, от этих хороших поступков пойдет тональность всей недели. Если и будут какие-то спорные моменты, либо какие-то, знаете, такие темненькие пятнышки, вы просто не будете обращать на это внимание. У вас хорошее настроение, вы на позитиве, у вас сильнейший энергетический заряд, вы верите в лучшее, в будущее, вы идете вперед. Так, по поводу добрых людей. Здесь вот мне вышли люди с инициалами на букву А и на букву О. Эти люди особенно будут к вам добры, особенно будут к вам расположены, стремиться, помогать, делать, отзывчивые, такие, знаете, заботливые. Вот на этих людей, пожалуйста, опирайтесь. А вот человек с инициалом либо П, либо Н, вот от этого человечка нужно держаться подальше. Этот человечек, либо эти люди, может быть, это несколько людей, Н и П, да, имя, фамилия. Вот эти люди, они негативно заряжены. Возможно, есть какие-то претензии в ваш адрес. Возможно, знаете, как хотели бы в каких-то своих целях вас использовать, да, что-то вам навязать, какую-то выгоду даже получить от вас. Держитесь подальше от этих людей. По возможности как отгородитесь, там, не общайтесь, не поддерживайте какую-то связь. Возьмите паузу, вот именно с этими людьми. Паузу и подальше. Подальше, так будет хорошо. Также, если вы в семье, в паре, в отношениях, и у вас общие знакомые с такими инициалами, к этим людям нужно быть очень внимательны. Фильтровать то, что они говорят, то, что они делают, следить, да, за действиями этих людей, да, следить за руками. Мало ли, какие-то жулики и аферисты. Вот так своему супругу, либо деткам, либо родителям, вот так и скажите. Поберегись людей вот с инициалом на букву Н и на букву П. Так, дети, вот вам дети выходят. Может быть, с детьми какие-то были проблемы, детские вопросы, может быть, там школа, здоровье, просто какой-то конфликт мог произойти. Вот именно в эту неделю вы этот вопрос либо разрешите, либо помиритесь, да, конфликт будет улажен. Причем, но я так вижу, что вы все это будете инициировать, вы все это будете осуществлять. Ну, как бы дети, они на то и дети. Они нуждаются в нашей защите, в нашей помощи. И опять же таки, да, развитие. Ну, какой бы там ребеночек умненький не был, да, но все равно мозг еще не сформировался. Вы как взрослый человек, более умный, сдержанный, вы знаете, и интуиция вам, материнское чутье, отцовское чутье подскажет, как договориться с вашим ребенком и как восстановить мир между вами. Так, идем дальше.
Это, скорее всего, кто-то из вашего ближнего круга, соседи, коллеги. Этот человек вам приятен. Я не могу сказать, что прям друзья-друзья. Ну, может быть, у кого-то так и отыграется, что вы близкие друзья. Этот человек либо в какую-то ситуацию попадет, либо придет к вам с просьбой что-то дать, одолжить, помочь, может быть, там с детьми попросят вас посидеть, да, либо присмотреть за квартирой во время, например, отъезда этого человека, будет обращаться с просьбой. Человек крайне в таком состоянии подавленном. Не ждите от этого человека соблюдения каких-то правил этикета. Да. Человек вот как сам не в себе, голова там кругом идет, чего-то не замечает, чего-то не видит, очень такое растерянное, растрепанное состояние. Не принимайте близко к сердцу, человек просто в не лучшей форме, да, назовем это так. Если есть возможность, помогите. Если нет, то просто так и скажите: я не могу. Все. Но я вижу, что у вас просто ощущение от этого человека, что что-то не то. Может, ко мне плохо относится, может, там пытается меня в своих целях как-то использовать. Нет, просто у человека проблема, либо даже беда. Вот. И человек сам по себе-то хороший, да, но в тяжелых жизненных обстоятельствах не до этикета, да, не до соблюдения всех этих правил приличий. Может быть, какая-то просьба будет вам покажется грубовато, либо там нахабисто. Это на самом деле не так. Если есть возможность, помогайте. Если нет, откажите. Дальше, мои хорошие. Здесь вопрос прошлого. Какое-то дело, бумажное дело, документы, бумаги, деньги, он решится. Наконец-таки разрешится. Для вас это будет как праздник. Кто-то прям действительно будет очень радоваться, наслаждаться моментом триумфа. Да? Наконец-таки я поборол, либо поборола эту систему. Я получила искомый документ. Я добилась, чтобы мне дали то, да, либо выплатили, либо выписали. Для вас это будет действительно как ваша победа, равноценно вашей победе. Будьте очень рады. Кстати, будете с кем-то общаться, либо научите человека, да, своему опыту, что вы пережили, как вы проходили. То есть поделитесь, может быть, инструкцию даже дадите. Вот делай так, иди туда, с теми общайся, не совершай таких-то там поступков, да, действий, не трать свое время, делай то. Человек вам будет очень благодарен. Дальше, мои хорошие, покупки. Кто-то будет посещать какие-то необычные места, но не свойственные вам. Да? Может быть, вы посетите какой-то новый магазин, торговый центр, торговые ряды, там, базар. В какое-то место необычное вы попадаете. Вы будете очень удивлены либо высоким ценам, либо каким-то несправедливым ценам. Будете ходить в таком шоковом состоянии, будете говорить: что такое, что происходит, что с ценниками, что с прайсом, почему все так дорого. И для вас это, знаете, как немножко неприятно выглядит. Но это вот именно место, само по себе это место. Вот. Пойдете, посмотрите. К сожалению, я не вижу, что вы прям там скупитесь, хотя планы, я так понимаю, у вас глобальные, да, что-то купить, приобрести там для себя, для семьи, для детей, но как с пустыми руками возвращаетесь. Просто идет потраченное время. Так иногда бывает, да, так иногда бывает. Я вижу, что вы так попереживаете, там повозмущаетесь, может быть, сами собой повозмущаетесь, а потом забудете, расслабитесь и найдете таки, да, что искали, приобретете, но уже по более доступной цене, либо более адекватной цене, а не то, что вы видели до. Так, девочки, кому-то идет подарок от мужчины. Подарок похож на кольцо. Кольцо с камушком именно идет. Очень красивое кольцо. Мужчина, видите, с правой стороны прям бедненький бежит, с ножек сбивается, падает, встает и прям ползет на четвереньках вам, чтобы подарить этот подарок. Может быть, мужчина обещал, может быть, мужчина провинился. Может быть, это даже и предложение. Но мужчина будет, конечно, очень взволнован, какой-то взбудораженный, взъерошенный. Вы его как увидите, даже немножечко перепугаетесь, скажете: о боже, что случилось, какая-то внутренняя даже паника начнется. А кажется, все очень банально. Он просто, девочки, для вас приготовил подарок, и он волнуется, как вы отнесетесь к этому подарку, понравится, не понравится, как угодил, не угодил. Там, если это предложение, как примете, откажете. Такой волнительный у вас идет вечер.
Вечер, который, кстати, перерастет в очень жаркую ночь. Да, мои хорошие. Либо вы всю ночь будете сидеть и болтать с этим человеком, строить планы на будущее. Как-то, знаете, прям так подрасслабитесь. Время такого счастья вдвоем. Такой яркий вечер, да, и такая теплая или очень жаркая ночь. Вот что вас ждет. Так, для тех, кто у меня в семье, для тех, кто уже давно вместе, от вашего мужчины, ну, будет какое-то, ну, или, не знаю, пожелание, да, либо мужчина какую-то просьбу свою озвучит. Это может касаться как определенного блюда, да, вот прям так скажет: я хочу, чтобы ты мне приготовила, либо я очень люблю, как ты готовишь какое-то блюдо, пожалуйста, вот очень хочется. Либо мужчина, знаете, как выступит с предложением: а давай там что-нибудь переделаем, там в доме поменяем, там шторы поменяем, там новый диван приобретем, да, какие-то вот хозяйственные вещи. Вы будете смотреть на него и удивляться, да, все-таки какой он у меня домашний, заботливый, обращает внимание на интерьер. Да, будет удивлять вас мужчина какими-то вот именно бытовыми там либо предложениями, либо просьбами. Так, кому-то потребуется помощь, я так понимаю, родственников, может быть, даже с детьми, посидеть с детьми, забрать детей, отвезти детей. Вам какая-то женщина будет помогать. Может быть, это ваша мама, может быть, это ваша свекровь, но вот на какую-то женщину вы будете передавать своих детей, ну, либо ребенка. Вот. А женщина, кстати, будет возмущаться. Либо возмущаться, говорит, что ты меня дергаешь, у меня там свои дела, там, прочее, прочее. Либо она может даже вас в чем-то покритиковать, что ой, ты такая мамаша, там ребенка не по погоде одела, либо там неправильно кормишь, там ребенок, ну, я не знаю, неправильно слова выговаривает, да, с какой-то даже критикой можете столкнуться. Ну, вас это не тронет, вы так сама себе поулыбаетесь, скажете: окей, я плохая мама, но ты, пожалуйста, мне сейчас помоги, да, а потом мы с тобой об этом поговорим, да, мы это все обсудим. Так, но поможет. Может быть, даже кто-то будет передавать своих детей, ну, суббота, воскресенье, может быть, у вас дела, там, генеральная уборка, либо вам нужно там какие-то дела там на работе порешать, задержаться, вы будете просить, и, возможно, даже с ночевкой ваши детки пойдут там к бабушке, к одной или к другой. Так, поможет. Она вас покритикует, но все равно вам поможет. Так, какие-то поездки в конце недели. Поездки. Ну, кто-то планирует, и причем планирует давно. А для кого-то это будет, ну, какое-то спонтанное решение. Вот собрались и поехали. Поездка, в принципе, светлая идет на какое-то короткое расстояние. Ну, если это касается дел, поедете, дела свои поделаете. Если это касается отдыха и развлечения, ну, если честно, что-то может пойти не так. У вас вот как эта поездка, она идет короткая. То есть либо что-то помешает, либо вам неинтересно будет, либо вы, ну, приедете, посмотрите, да, там в парк, например, либо в какой-нибудь, ну, я не знаю, развлекательный центр, скажете: ой, тут скучно, тут неинтересно, пойдем-ка лучше мы в другое место. Вот такая вот поездочка выходит. Ну, либо какое-то неудачное планирование, либо какое-то неудачное стечение обстоятельств. Я вижу, что вы сильно не расстроитесь, наоборот, вы себя развлечете, вы найдете чем заняться, да, как более эффективно и интересно провести свое время. Так, у кого-то идут новости не совсем приятные. Это касается жилья. То есть, если вы арендуете жилье, возможно, хозяин жилья заявит, что повышает цену на аренду. Может быть, вы столкнетесь с тем, что какие-то коммунальные услуги подорожали. Что-то вам придется с кем-то вот прям разговор вести, да, оспаривать неправомерность, либо несвоевременность, либо, ну, уж слишком там задратые цены. Вот, будет такой разговор, почему-то вы так настроены, вот сейчас всех порву, да, человек вас послушает и скажет: ну, хорошо, окей, как бы давай там мы пересмотрим цену, либо давайте разберемся, почему такой вот там ценник на коммуналку. К вам пойдут навстречу.
навстречу. Я вам не зря сказала, да, что хорошие люди, добро к вам идет. И этот вопрос, он решится. Он решится положительно. Вы так скажете: фух, а я-то настроилась тут бороться, драться, добиваться. А так все легко и просто разрешилось. Так, кто-то у меня на этой неделе будет в каком-то новом месте. Новое место, совершенно новое, все по-новому. Может быть, вы окажетесь в другом городе, вы окажетесь, может быть, даже в другой стране. Да, вы в поездке сейчас, либо поедете в поездку, может быть, у вас запланирована поездка на следующей неделе. Будет чему удивиться, будет чему восхититься. И действительно, знаете, у вас такое настроение будет, и вы будете ходить по улицам незнакомого города, всему удивляться и восхищаться. Очень много хороших положительных эмоций. Также люди, которые будут вам встречаться, вас действительно в хорошем смысле удивят, там хорошие, воспитанные, отзывчивые, аккуратные, да, хорошо одетые, например, да, там стильно одетые люди. Вы получите массу удовольствий, как и визуальных, так, кстати, и гастрономических. Вам выпадет шанс что-то очень вкусное попробовать. Может быть, вы давно смотрели на какой-то тортик, пирожное, либо какой-то салатик в ресторане, а цена, например, кусалась. И вы думали: ой, как-нибудь потом. А именно в эту неделю выпадет шанс эту вкусняшку попробовать. Сказать, что будет вкусно, ничего не сказать. Я вижу, что вы от души, вот прям от души себя порадуете. Вас, смотрите, и люди радуют, и вы себя тоже радуете. Так, какой-то мужчина к вам пробьется. Мужчина, он прям пробивается. Но это больше похоже на мессенджеры, на телефонную связь, интернет, да, по интернету. Пробивается к вам. Причем, знаете, вот как без спросу, без стуку врывается в ваше личное пространство. Но этого мужчину вы точно знаете. Может быть, какое-то время вы там не виделись, не общались, не поддерживали связь. И тут он таким нахрапом врывается там, о своих чувствах, о своих эмоциях, о своих переживаниях. Начинает вам там строчить огромные там письма. Да? Либо если телефонный разговор, без устали будет рассказывать, говорить, там, соскучился, без тебя там неплохо, там, я был неправ. Ну, в общем, какой-то словесный понос. Вы простите, да, но это выглядит именно так. Прям, знаете, устанете от этого человека. У кого были отношения с этим человеком, может быть, какой-то бывший, вы прям так для себя и подумайте: боже мой, с кем я тратила свое время, на кого я тратила свое время. Прям, знаете, почувствуйте, что вы равнодушны к этому человеку стали, и он вас как утомляет. Так, кстати, у кого-то отыграется, что человек, от которого вы ждете, вы из-за этого человека переживаете, и вы ждете от него, весточку, связи с ним ждете. Вот на этой неделе состоится либо разговор, либо обмен смс-ками. Тоже, знаете, как приятно, у вас прям на сердце потеплеет. Очень такие хорошие, положительные, насыщенные эмоции вы испытаете. Так, по поводу здоровья. У кого были проблемы, какое-то недомогание, простуды, может быть, вы лечились, либо проходили какие-то исследования, вы почувствуете облегчение, вы почувствуете, знаете, как отступает от вас недуг, но если у вас какая-то острая форма какого-то заболевания, все равно продолжайте принимать препараты, лечитесь, не бросайте, даже если уже ничего не болит и никакого дискомфорта вы не ощущаете. Очень важно долечиться, либо пролечиться. Если вам назначены какие-то тесты, чекапы, анализы, тоже идите обязательно и сдавайте. Сдавайте, не надо говорить: о, нет, все, не болит, значит не пойду. И все равно идите, делайте. Так, то ли вы, то ли ваши дети, кто-то будет проходить, очень похоже на уколы. Вам будут делать уколы, либо детям, может быть, это какие-то прививки, что-то вы будете делать. Немножечко стресса я вижу. Либо вы боитесь, либо ваш ребенок будет бояться. Тут придется понервничать, несмотря на то, что неделя хорошая, но вот кому-то придется с этим вопросом конкретно понервничать. Ну ничего, все хорошо, все удачно закончится.
Так, работа. Для тех, кто у меня работает, и работа у вас постоянная, у вас без изменений, вы работаете, да, живете своей обычной жизнью, в коллективе все тихо, спокойно. Как-то, знаете, страсти, возможно, были, накалялись. Сейчас все спокойно. У вас там человечек, который как главный триггер. Либо вы все его не любите, побаиваетесь, да, либо наоборот, человек такой беспардонный, там, не знаю, шутки, прибаутки, там всякий сарказм, не будет этого человека в эту неделю. Ну, может быть, не всю неделю, может быть, там 4 дня не будет, да. Ну, а кому повезет, то и 5 дней не будет. Вот. Приболел, заболел, в командировку уехал. И вы будете просто наслаждаться. Наслаждаться тем, что все спокойно. Спокойно, тихо, без напряжений. Вы пришли, работку свою поделали, рабочий день закончился, опа, вы спокойненько пошли домой. Все будет тихо, все будет спокойно. Работа идет в радость. Для тех, кто работает сам на себя, ну, у вас, в принципе, все тут, я смотрю, под контролем, все схвачено. Будут моменты, когда придется немножечко дольше, например, задержаться на работе, да, либо больше времени работе уделить, чем обычно. Ну, это не критично, вы же для себя работаете нормально, ну, вы к этому нормально отнесетесь. Это всего лишь, знаете, как пару дней, да, может быть день, а может быть 2, но не больше. Так, а для тех, кто не работает, может быть, вы на пенсии находитесь, может быть, вы в поисках работы, а может быть, у вас нет необходимости, чтобы вы там прям выходили на работу. У вас неделька прям немножко даже скучная в какой-то момент будет, прям заскучаете. Развлекайте себя, читайте хорошие книги, смотрите, может быть, какие-то научные программы. Займитесь самообразованием. У вас, кстати, очень хорошее время для самообразования. Если вы хотели получить какие-то новые дополнительные знания, вот именно на этой неделе вам следует начать. Найти себе курсы, может быть, платные, бесплатные, может быть, какие-то интернет-уроки. Занимайтесь, поверьте. Может быть, поначалу будет немножечко так непонятно, но вы как втянетесь. Вы и время будете эффективно тратить, ну и даже какое-то удовольствие получать от того, чем вы занимаетесь. Так, у кого-то идет необычное предложение. Вот к вам обратится человек с необычным предложением. Что-то вы делаете, что-то вы умеете делать. Человек придет именно за вашим мастерством. Может быть, вы хорошо печете торты. Человек придет и скажет: ой, у меня там день рождения, либо у кого-то из моих там близких день рождения. Пожалуйста, я хочу заказать у тебя торт. Сделай для меня торт. Ну, а вы не сможете отказать. Смотрите, как и будет чем заняться, и будет даже возможность заработать денежку. Либо вы, например, там вяжете хорошо, может быть, у вас закажут там носочки, свитерочек, ну, либо вы пледы вяжете, да? Вот именно за деньги будут у вас заказывать. Вот неплохо, очень даже и неплохо. Так, по поводу денег. Кто деньги ждет, вы деньги получите. У кого денег не ожидается, вы будете жить на те свои сбережения, которые у вас есть. Кто живет в паре с мужчиной, рассчитывайте на мужчину. Мужчина либо получит зарплату, аванс и даст вам деньги, либо просто и свои заначки даст вам деньги. Ну, для вас, для дома, может быть, для каких-то серьезных покупок. Я вижу где-то вот в начале недели мужчина, который дает деньги. Может быть, это не муж, да, может, нет у вас мужа, вы живете с сыном взрослым, даст вам денег, либо отец ваш, может быть, даст денег, либо брат, да, ну, тут мужчины деньги приходят. Так, кстати, какое-то интересное знакомство идет, знакомство. В какой-то неформальной обстановке у вас идет знакомство. Вот человек, знаете, вот как-то разговоритесь, может быть, случайный там собеседник у вас идет. И прям, знаете, вот так интересно будет с этим человеком.
Вот пару слов вы перекинетесь, и захочется возобновить этот контакт. Я так понимаю, что вы обменяетесь чем-то, может быть, социальными сетями, а может быть, вы живете друг от друга недалеко. То есть вы познакомитесь на этой неделе, ну и дальше будете потихонечку общаться. Особенно вот мамочки с маленькими детьми. Может быть, на детской площадке с другой мамочкой познакомитесь. Вот вам, пожалуйста, интересный человек, новая подруга. Хорошее знакомство, человек очень приличный, хорошо воспитанный, и вы очень схожи с этим человеком, вам легко говорить с этим человеком. Так, кто-то, кстати, на этой неделе отменит что-то, вот связано с домашней работой, либо, может быть, даже поездку к родственникам. Может быть, вы планируете, думаете об этом. Ну, допустим, хотите сделать генеральную уборку, в последний момент передумаете. Либо вы обещали родственникам к ним съездить, тоже как-то в последний момент либо передумаете, либо, ну вот знаете, как не получится, либо желание пропадет. Вот я вижу, что какая-то идет отмена. Отмена того, что связано с домом и с родственниками. Так, кто-то с вами поделится очень интересными то ли тайнами, то ли секретиками о ком-то, да, получите информацию. Конечно, похоже на сплетни, и, возможно, это некрасиво, но вам будет очень интересно узнать эту информацию. Ну, вот с кем-то посидите, посудачите. Ну, что, иногда можно. Вы ж не по злому, вы ж так червячка заморить. Поэтому, мои хорошие, ну, пойдет информация, чему-то поудивляетесь, чему-то повосхищаетесь, а на что-то вы пофукаете. Вот это я у вас тоже вижу. Так. У кого есть мужчина, кто за вами ухаживает? Он за вами ухаживает, а вы либо не решили, либо вы не хотите именно этого кавалера. Мужчина предпримет какое-то действие, похоже на шантаж. Что-то он придумал. Возможно, знаете, как симулирует свою болезнь. Либо скажет вам, что все, ты меня не любишь, я уезжаю, и больше мы никогда с тобой не встретимся. То есть идет какая-то провокация со стороны мужчины. То есть это как последний шанс вас втянуть в отношения. Либо проверить, неужели вы настолько равнодушны. Не оставляет он вас в покое. Кстати, будьте уверены, что он за вами следит. Либо вы его с поличным поймаете, что он за вами следит, а он будет говорить: не, я случайно, ну так получилось, я просто здесь оказался. Нет, следит. Либо вам кто-то скажет, что его видели, что он там ходил за деревьями, прятался, может быть, и на дереве сидел, да, и наблюдал за вами. Ну, на дереве, в машине. Следит, он за вами следит. Если у вас будут подозрения, что он психически нездоров, ну, все в жизни бывает, да, какие-то маниакальные настрои у него, если он так следит, если не дает вам проходу, нет, это не так, он вполне адекватный человек, ну, просто потерял контроль. Вот эмоции взяли верх, он потерял контроль. И он в душе охотник, и он не может смириться с тем, что вы его не принимаете. Ну, вы такая, знаете, редкая птичка, мечта всех охотников, да, и вы ему не даетесь. И ну, вот все его эти сети, ухищрения не дают положительного результата. Поэтому он так себя и ведет. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.